Здание поликлиники для Сунжинской центральной районной больницы площадью около 2000 квадратных метров начали строить в 2018 году. Завершение строительства несколько раз переносилось, но сейчас подрядчик заверяет, объект практически готов. Осталось лишь устранить недочеты. Сейчас на объекте работают лишь несколько бригад. Добить шумоизоляцию коробов для коммуникаций, завершить шпаклевание стен в подвале, немного подкрасить и навести порядок. Вот весь фронт работ на сегодня. В основном подвал покраски и гаражи покраски стояла, Подрядчик уверяет, объект сейсмоустойчив, способен выдержать землетрясение до 9 баллов. Изначально поликлинику планировали сдать в 2020 году. Проект был поделен на два этапа. Если первый этап работ был выполнен в срок, то сдачу второго несколько раз переносили. Объект строится по программе сейсмика. На сегодняшний день объект практически завершен, остались мелкие недочеты. Были замечания, на сегодняшний день замечания исправлены на 70-80%. Данный объект соответствует сметно-проектной документации. Каждое оборудование, каждая деталь, она проходит контроль. Приведена в порядок и прилегающая территория будущей поликлиники. По периметру рабочие уложили 8-сантиметровый слой асфальта, бордюрный камень, провели озеленение. Также рядом построен гараж на 3 машины, в том числе есть и ремонтный бокс. А рядом стоит котельная с 2 котлами мощностью по 6 киловатт каждый, а также локальные очистные сооружения. Впрочем, все, что необходимо. Медперсонал не может дождаться переезда. Открывается новые отделения, открываются новые специальности на базе наших поликлиник, поэтому работают врачи в очень стесненных условиях. Мы планируем здесь разместить очень много отделений, потому что женская консультация, детская консультация у нас находится в очень стесненных, в старом здании. Мы планируем их перевести, а также у нас открыто новое отделение реабилитации, реабилитационное, амбулаторное. Отделение паллиативной помощи – это для тяжелых больных, которые нуждаются в уходе. Это будут у нас выездные бригады, на дому их посещать и принимать их родственников именно в амбулатории. Также отделение вот с этого года или вот даже вот с этого месяца у нас есть приказ на открытие ЦАОП. Это Центр амбулаторной онкологической помощи. Будем оказывать здесь именно. Также переливание крови, лаборатория. Ну, в общем, кажется, здание большое, но если их всех разместить, то я думаю, что как раз нам будет это большое подспорье для нашей работы, для размещения всех наших отделений, кабинетов. Районная поликлиника, которая находится напротив, построена в 2011 году. Она рассчитана на 200 посещений в смену. Еще 7 лет назад этих ресурсов было достаточно для обеспечения качественного медобслуживания населения в 45 тысяч человек. На сегодня же численность выросла на треть и мест уже не хватает. В некоторых кабинетах сидят по несколько врачей. В маленьком помещении расположилась аптека поликлиники, отдел кадров, кабинет УЗИ, картотека. Вот здесь у нас находится картохранилище, посмотрите, очень тесно, карты практически не хватает места, куда их поставить, поэтому мы бываем вынуждены их спускать в подвал. И нашим регистраторам приходится картоношам спускаться несколько раз за день, поднимать эти карты, поэтому действительно нам необходима новая поликлиника, новое помещение. Где еще стесненные условия? У нас есть специалисты, которые работают по 2 специалиста в одном кабинете. Соответственно, в результате чего прием он как бы неполноценный, потому что там доктор находится с пациентом, и там некоторые пациенты, вот рядышком, если мы выйдем, я вам покажу кабинет, у нас там находится гастроэнтеролог и сосудистый хирург. Соответственно, это неудобство и пациентам, и нашим докторам. Также кабинет лор-врача. Там у нас принимает одновременно и детский лор-врач, и взрослый. Соответственно, также идет перекрест приема наших пациентов. Живые очереди в коридорах растягиваются на несколько часов. Эта проблема должна устраниться вместе с открытием новой поликлиники. Честные, очереди школы вообще друг на друге лахтажи, очереди они даже умудрились сделать фанер цани кабинеты жи, до того честно никак не могу лечь в больницу, у Молтхан тоже дегилорез,
все честно там. Вот пойдите, займите очередь. Там ехали, случай жалея барышхулсучи. Новое здание будет просторным. Оно больше действующей поликлиники в 7 раз. Здесь предусмотрены лифты, санузлы, противопожарная система и вентиляция. К услугам пациентов около 300 кабинетов. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев. Новости 24.